Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие раки. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 19 по 25 сентября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному. И также напоминаю о том, что это прогноз общий. Все-таки не воспринимайте все буквально. Помните, что ваша судьба только в ваших руках. Итак, дорогие раки, давайте-ка смотреть ваши события. Также не забывайте ставить лайки для обмена энергиями. Подписывайтесь на мой канал. Итак, дорогие раки, давайте смотреть ситуацию 19-25 сентября, события. Если я чего-то не замечаю, вы, конечно же, мне пишите в комментариях. Я вам отвечу и напишу, что это может обозначать. То есть для вас это может быть, будет важная информация. Итак, раки, смотрим, что может быть у вас на неделе с 19 по 25. Домик у нас в начале недели. Выпал домик. Какое-то событие в доме. Может быть. Касаться, может быть, недвижимости или, может быть, ремонт начнете. Итак, есть ситуация какого-то нерешенного дела. А что это у нас за нерешенное дело? Давайте-ка посмотрим. Нерешенное дело. Ой, чего это может касаться? Да, какая-то ситуация, в которой вы сомневаетесь. В которой вы сомневаетесь. А сомневаетесь вы, может быть, ехать вам куда-то или не ехать, или по поводу какой-то новости сомневаетесь. Стоит, может быть, отправлять, не стоит. Или, может, получили какую-то такую новость, которая заставила вас призадуматься. Но, скорее всего, если события в доме, может быть какое-то приглашение к родителям, может быть, или к вам, может быть, кто-то должен приехать. И есть какие-то сомнения по этому поводу. Так. Есть какие-то вот переживания, вот нерешенное дело, есть какие-то переживания по поводу какого-то дела. Но опять дело касается либо информации, либо какой-то поездки, либо каких-то ситуаций поехать куда-то. Вот. Так, все как-то в разнобой, ничего больше не вижу. Давайте-ка будем смотреть, что еще совпадает. Так. Так, есть у нас тут слезки еще выпали. Слезы радости. Какое-то или разочарование, или слезки радости, или слезки слезки печали, да, то есть слезки слезные. Так, есть еще у нас колебания по поводу нерешенного дела.
поводу нерешенного дела. Есть какие-то колебания и нерешенное дело у нас тут, да? Колебания по поводу чего? Да, такое самобичевание, за что-то переживаете, вы думаете, что вы что-то неправильно сделали и сами себя в чем-то обвиняете. Опять-таки это поездка, и опять дом выпал у нас. Опять какая-то поездка, вот в чем-то у вас сомнения. Или вы жалеете, или думаете, а стоит или не стоит. Какая-то новость, вот приглашение может быть. Насчет еще недвижимости. Или дом, или недвижимость может быть. Такая ситуация. Стоит ехать или не стоит, стоит ехать или не стоит ехать. Вот такая ситуация может быть. Угу. Так, и слезки. А что за слезки? Слезки, связанные с родственниками, с праздником каким-то, со здоровьем, может быть, еще касаться здоровья, либо родственников, либо здоровья. Пара, мужчина и женщина, скорее всего. Так, давайте еще смотреть, что у нас тут совпадает. Так. Угу. Так, корона у нас тут есть. Сюда, скорее всего. Влиятельный человек. Может быть, встреча с каким-то влиятельным человеком по поводу вот этого нерешенного дела. И у нас слезки. Что-то не получается тут. Влиятельный человек — это может быть либо специалист, встреча с каким-то специалистом в своей отрасли, либо представителем власти, либо с начальством. Угу. Так, ну все, я пока не вижу больше событий. Так. Ну, пока вот нет, не вижу больше событий. Ну, смотрите, давайте-ка подытожим, что у нас тут получается. Есть какое-то событие в доме, вполне возможно, есть какое-то приглашение, есть какие-то колебания, вот не знаете, или нерешенное дело. Есть ситуация с каким-то нерешенным делом, есть какое-то разочарование вплоть до слез. И есть ситуация встречи с каким-то влиятельным человеком, либо специалистом, либо представителем власти. Повышение, ну вот по поводу, может быть, повышения по карьере, но я пока не вижу тут никаких подтверждающих как бы карт рядом. А ну давайте-ка это повышение, это может быть повышение. Что это у нас за корона? Нет, это просто это не повышение, это по поводу какой-то неприятной ситуации, потери чего-то, вполне возможно. И то, за что вы себя ругаете. Опять-таки поездка, опять с этим домом связана. Ну вот что-то такое. Вот такой вот прогноз для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.